Россия XVI века. Это время, когда русское государство стремится усилить свое влияние на юге. Уже завоеваны Казанское и Астраханское ханство, идет соперничество с Персией, которая хочет склонить на свою сторону Кавказ, с Турцией, которой нужен Крым. Пока Россия проигрывает эту борьбу. Для того, чтобы защитить свои интересы на южных рубежах, у русских правителей нет мобильного и сильного войска. Слишком велика территория, слишком далека эта земля от центра. Не успевает армия вовремя отреагировать на изменения обстановки и дать отпор противнику. Так продолжалось до тех пор, пока при Каспийские степи не пришли калмыки. Это произошло в начале 17 века. Калмыцкая армия стала жестко контролировать всю ситуацию на юге России, от Каспийского до Черного морей, от Волги до предгорий Кавказа. Как гром среди ясного неба появлялась перед врагом ее многотысячная конница, и никто не мог перед ней устоять. Калмыки превосходили в наездничестве все азиатские народы и представляли собой противников опасных и грозных. Ничто, никакие силы турок не могли их остановить. Янычары, лучшее турецкое войско, некрасовцы, отважные храбрецы, бежали в ужасе перед калмыками, писал историк Прозрителев. Кто же такие калмыки? Они являются западной ветвью монгольского этноса айратов. Их величайшая империя известна сейчас под названием Джунгарского ханства, которое существовало на северо-западе нынешнего Китая. Ойраты имели древние традиции воинского искусства. Как и все монгольские народы, они входили в империю Чингисхана. Каждый калмык был воином. Уже с 3 лет его обучали стрельбе из лука и езде верхом на лошади. Калмыцкие лучники, они действительно готовились с детства, путем охоты, путем спортивных состязаний. Ну, спортивных в том смысле, в каком тогда это было. Путем детских игр. И это действительно были очень высоко квалифицированные и подготовленные воины, которых во многих других армиях, тех же европейских армиях, просто отсутствовали. И это тоже был одним из факторов, который позволял калмыкам одерживать победы над прусской армией Фридриха Великого, и над шведской армией Карла XII, и над французами Наполеона. В XVII веке калмыки стали передвигаться на запад в поисках рынков сбыта и пастбищ, пригодных для их многочисленного скота. Так они пришли в пределы России. Официальной датой добровольного вхождения калмыков в состав русского государства считается 1609 год. В лице новых подданных Россия получила сильное и мобильное войско, которое стало кордоном на ее южных границах. Русские цари высоко ценили и активно использовали калмыцкую конницу. Так царь Петр I в 1722 году специально приезжал на встречу с Аюкой-ханом и просил его снарядить 7000-ную конницу для участия в персидском походе. Калмыки участвовали не только в этом, но и в других походах в Персию, Хиву, на берега Каспийского, Черного, Азовского морей. Одних только больших походов было 28. Петр I внимательно следил за действиями конницы и часто ставил ее в пример. Даже знаменитое русское «Ура» вошло в обиход указом Петра I. Он услышал его от калмыков во время Полтавской битвы. Они шли в бой с криком «Уралан», что в переводе с калмыцкого означает «вперед». Царь настолько доверял калмыкам, что, уезжая за границу в 1697 году, отправил к Аюке-хану посольство и просил охранять пределы русского государства. Особым вниманием правителя России калмыки пользовались и позже. Так император Павел I писал генералу Орлову: «Повелеваю вам не вмешиваться никак в дела калмыцких орд. По элику хочу я, чтобы оные зависели от меня непосредственно, под опасением для вас, а в противном случае лишение чинов и всего моего гнева». О боевых путях калмыцкой армии говорят и географические названия. Калмыцкие эквиваленты имеют почти все топонимы юга России. Северо-Кавказский театр калмыки очень хорошо знали, они вели там боевые действия, начиная с 1644 года. Поэтому этот театр был очень хорошо знаком. Даже названия некоторых мест, которые сохранились и поныне, носят, как принято считать, калмыцкие корни. Вот те же самые Ессентуки, допустим, которые обычно переводят как 9 знамен. Есть названия местностей
который имеет калмыцкое происхождение, и в Чечне, допустим, это село Улускерт, село Кулары, Элистанджи, ну, много таких примеров можно привести. Улускерт, как сами чеченцы говорят, как вариант, они говорят, что это переводится как калмыцкая крепость. Но Улус переводит слово как калмыцкий, Керт значит крепость. Армия строилась на родоплеменных принципах и подчинялась строгой дисциплине, закрепленной сводом законов, известных в русской ориенталистике под именем Великого Степного уложения. Все мужское население ханства было поделено на десятки, сотни и тысячи и должно было поставлять нужное количество воинов, вооружения и лошадей. Снаряжение и вооружение калмыков всегда были наготове. В случае необходимости армия в кратчайший срок становилась под ружье. В тяжелой кавалерии люди носили кольчуги или кожаные латы. На лошадях тяжелой конницы имелось защитное вооружение из толстой лакированной кожи. Берется шкура конская или бычья шириной в ладонь, из нее делается полоска, эти полоски склеиваются варом в 3 слоя, потом скрепляются при помощи кожаных шнурков или веревок в доспех. Это первый вариант. Второй вариант. Более богатые воины могут позволить себе, значит, вот эти полосы из кожи заменять на полосы из железных пластинок, которые опять-таки по верхнему краю насаживаются на кожаную полоску и потом также сцепляются в ряды. Это и есть ламинар. Русские источники свидетельствуют, что калмыки были хорошо защищены. Воины на бой ездят в куяках железных да в шишаках, а в куяках доски железные шириною в полладони, стрела из лука и сабля не имеет. Знатные воины защищали доспехом и боевого коня, а ездят на бой в куяках и в шеломах, и в наручах, и в наколенках, а у иных, где у лучших людей, и лошади бывают на боях в доспесях, свидетельствуют документы. Перед боем надевали шелковое белье. Дело в том, что эта ткань не пробивается стрелой, а втягивается в рану вместе с наконечником. Благодаря этому свойству шелка стрела легко извлекалась из тела вместе с тканью. В нем не заводятся паразиты, ну, такие вот тонкости, да, кочевой жизни. Его не прокусывают комары, что, в общем-то, в степи, и другие, скажем так, насекомые, что, в общем-то, в степи очень важно. Поэтому, получив доступ к шелковым тканям из Китая, монголы, в общем-то, вполне адекватно переняли их не только ткани, но и покрои. Передовой отряд 2-3 сотни, идущий впереди армии, и боковые отряды занимались не только охраной марша, но и разведкой противника. У калмыков действительно была не только тактическая, но и стратегическая войсковая разведка. Причем разведка велась постоянно. Сам походный строй он включал обязательно такой элемент, как выставление нескольких дозоров, причем не одной цепи дозоров, а нескольких цепей дозоров. И этот фактор ведения постоянной походной разведки, войсковой разведки, стратегической разведки, это было одним из факторов, который способствовал победам калмыков. Каждый воин вел от 1 до 4 заводных лошадей. В походе он их менял. Войско передвигалось с удивительной быстротой. Суточный переход конницы доходил до 150 верст. Делая такие марши, калмыцкие ханы по просьбе русских царей не раз приходили им на помощь. Так Аюка-хан усмирил Некрасово-Булавинский бунт, внезапно появившись под Новочеркасском с 25-тысячным конным корпусом. К войне обычно готовились так. Вначале собирался совет, на котором обсуждался вопрос о предстоящей войне и ее плане. Определялось все, что необходимо для армии, место и время сбора войск, а также высылались в неприятельскую страну шпионы и добывались языки. Армия состояла из легкой и тяжелой конницы, их называли лучники и мечники. Калмыки обладали самым совершенным оружием для своего времени. Луки у них были составными и обладали огромной мощностью. Стрела, выпущенная из такого лука, летела на расстоянии 750 метров, а на расстоянии 450 она пробивала любой доспех. Атаке конницы всегда предшествовал обстрел. Окружив вражеское войско, калмыки обстреливали его из луков, убивая воинов и поражая коней. Противник впадал в панику, сами же калмыки не приближались, оставаясь недосягаемыми. Стрельба из луков велась с точным расчетом, залпами, противник нес большие потери. Атака начиналась только когда вражеские воины и кони уже были сильно изранены и истекали кровью.
Тогда в бой вступала тяжелая конница, которая была очень маневренной. Она наносила сокрушительный удар. Точку для главного удара не надо было определять заранее. Ее намечали во время боя в зависимости от обстановки. Легкая конница не только разведывала и прикрывала, но и активно готовила решительный удар. Это и есть знаменитая монгольская лава. Она шла не одной волной, как у казаков, а несколькими параллельными волнами. Расстрелявшие свой запас стрел всадники первой шеренги замещались из задних шеренг. Еще был такой тактический прием. Значит, первая волна, как правило, применяла огонь стрел, то есть обстреливала противника с дальнего расстояния стрелами. Потом вторая волна накатывала на них уже копьями. И третья пыталась уже сломить противника уже сабельным оружием. Быстро маневрируя перед фронтом противника, всадники, сидящие на своих выдрессированных, как собаки, конях, то размыкаясь, то собираясь в более или менее густые кучки, посылали в ряды неприятеля тучи метких стрел и дротиков. Сами обычно, не принимая его атаки, обращались в притворное бегство, заманивая его в засаду по заранее намеченному пути. Они настолько изматывали противника физически и морально, что он отступал. Если же враг устоял, то легкая конница находила его слабые места для нанесения главного удара, куда быстро и скрытно подводилась тяжелая конница. Она и завершала разгром врага, писал историк Эренджен Хара Даван. Во время сражения армия маневрировала обычно внимую, то есть не по командам, а по условным знакам начальника. Была очень сильно развита система сигналов. Подавали сигналы стрелами, специальными свистящими стрелами. Сигналы могли подаваться дымом. Калмыцкие подразделения имели специальные флажки, которые позволяли идентифицировать тот или иной отряд. Сигналы могли подаваться флажками. В ночное время они могли либо зажигать стрелы, подавать сигналы зажженными стрелами, либо зажигать какое-то определенное количество огней. Калмыки хорошо знали фортификацию и минирование, которые применяли при осадах. Они могли затопить осажденный город, сделать подкопы, подземные ходы. Так, например, действовал хан Донду Камбо. Известно, что он взял две сильно укрепленные крепости, которые оборонялись даже не крымскими или кубанскими татарами, а янычарами, то есть лучшей частью турецкой армии. Все равно они были с артиллерией хорошо укреплены, но все равно не пали. Успехам калмыцкой армии способствовала прочная и быстрая связь. Она вела свое начало еще от ямов, почтовых станций империи Чингисхана. Курьеры, везшие донесения, получали на них свежих лошадей в первую очередь. На их конях подвешивались колокольчики, которые слышали еще издали и сразу готовили сменную лошадь. Эти люди летели как стрелы, покрывая за сутки до 250 верст. Такой принцип связи в калмыцкой степи использовали вплоть до 20 века, отмечал Эренджен Хара Даван. Калмыки не придерживались каких-то устоявшихся эталонов, каких-то там канонов в тактическом искусстве, а постоянно пытались что-то варьировать, что-то подбирать те тактические приемы, которые удобны конкретно для данной ситуации, для данной климатической, географической точки. Они могли даже выдумывать новые. Древние приемы тактики и стратегии калмыцкой конницы обогатили русскую военную науку. Принятые на себя обязательства по защите русской державы калмыки выполняли всегда. Ни турецкие султаны, ни персидские шахи, ни крымские ханы не смогли склонить их на свою сторону. На протяжении 4 веков они защищали свое отечество Россию и способствовали усилению ее влияния при Каспийском и Причерноморском регионах.
Летом 1942 Гитлер утвердил план военных действий, согласно которому группа армий А окружает и уничтожает советские войска, отступающие через Дон. Группа армий Б должна была наступать на Сталинград. Части 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии Германии дошли до берегов Дона. Советские войска отступали. Именно в это тяжелое время в бой с врагом вступила 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия. Через понтонные мосты и переправы, которые она охраняла, отступали 4 армии – 12-я, 37-я, 26-я и 9-я. Дивизия пропускала отступающие части наших войск и сдерживала следом наступающего противника. Кавалерийская дивизия может держать оборону длиной не более 3-5 километров. 110-я обороняла фронт длиной 58 километров. Я воевал здесь на хуторе